221 году до нашей эры Инчен завершил великое дело объединения 6 царств. Он провозгласил себя превосходящим 3 августейших и превосходящим 5 императоров. Поэтому он взял слово «хуан» от 3 августейших и слово «дэй» от 5 императоров, составив новое звание императора – Хуанди. С тех пор оно обозначало всех императоров китайских династий более 2000 лет, вплоть до династии Цин, а самого Инчена потомки называли Шихуанди, первый император. Почти одновременно с царством Цин в северных степях поднималось кочевое государство – Хунну. До государства Хунну степи были раздроблены на множество больших и малых племен. Эти племена то укрупнялись, то дробились, то собирались, то рассеивались. Каждый сам ставил себе вождя. Часто более сотни племен, но никто не мог подчинить других. На юго-востоке степи располагался союз племен Дунху, предков монголов. К западу и югу от озера Байкал, в бассейне реки Салинга, союз племен Динлинов, предков уйгуров. К северу и югу от Иншан, союз племен Хунну. На западе жили юэчи, племя Усуни, они растворились к V веку, не оставив прямых потомков. Государство Хунну возникло, завоевав множество племен, и стало в истории степи первым кочевым государством. А Модэ стал в истории кочевников первым сыном небес. Китайские хроники пишут, что император Хунну, Модэ и император Цин Инчен имели почти одинаковое детство. Отец Инчена был в заложниках в царстве Чао, поэтому он родился в чужой столице – Хандана. В 257 году до нашей эры царства Цин направила войска осадить столицу – Хандан. Его отец подкупил стражу города золотом и сбежал из плена. А мать с Инченом смогла спрятаться, и таким образом они оба выжили. В ранние годы Модэ также был в заложниках у юэчи. Его отец Тумен внезапно напал на юэчи. Юэчи хотели убить Модэ, но Модэ украл 2 коней и ускакал к Хунну. После возвращения Модэ изготовил свистящие стрелы Минджи. Он обучал своих воинов стрельбе из лука, приказывал стрелять туда, куда летит его свистящая стрела, даже если в своих. А тех, кто не стрелял, казнил. Так Модэ создал первую в истории степи дисциплинированную железную кавалерию. В 209 году до нашей эры он провозгласил себя правителем, объединил северные степи и создал огромную империю Хунну. Китайские хроники утверждали, что Модэ убил отца и брата, и даже любимую жену, чтобы объединить степь под одним императором. В эпоху его отца Хунну была зажата между юэчи на западе и Дунху на востоке. Модэ платил дан Дунху, пока не набрал войска. Модэ использовал коней и красавиц, чтобы усыпить бдительность Дунху. А укрепив власть и нарастив вооружение, внезапно напал железной кавалерии на Дунху. Дунху было разбито, их вождь был убит, народ и имущество досталось Хунну. Модэ, воспользовавшись победой, двинулся в коридор Хэси против юэчи, разбил их и заставил уйти на запад. Так Модэ устранил угрозу Дунху и юэчи с 2 флангов. Далее Модэ повел кавалерию Хунну на запад, завоевал древнее уйгурское царство Лоролин, Усуни, Хуге и более 20 других царств и установил контроль над большей частью древнего западного уйгурского края. На севере он покорил Динлинов, Хунью и других. На юге присоединил земли к югу от Хэнани и таким образом вновь занял земли, ранее отнятые царством Цин. Территория Хунну простиралась на юге до Иншан, на севере до озера Байкал, на востоке до реки Лиэхэ, на западе до древнего западного уйгурского края. Все кочевые народы стали одной семьей, имея более 300 тысяч всадников. Структура правления Хунну: центральный императорский шаньюйский двор, на востоке – левый мудрый князь, на западе – правый мудрый князь. Эти 3 части образовали государственную структуру, и таким образом возникло могущественное государство северных степей. Динлины стали вассалами Хунну, платят дань, поставляют воинов и скот. Они живут к северу и северо-западу от Хунну, вокруг Байкала, бассейна Селенги, Ангара, Енисея и южнее. Динлины остаются под властью Хунну до 1 века до нашей эры.
Хунну смешивается с ними, но Динлины не ассимилируются полностью. Динлины сохраняют свою идентичность, язык и описываются китайскими хрониками как светловолосые и голубоглазые. В 71 году до нашей эры Динлины нападают на Хунну. Хунну терпит тяжелые потери, Динлины захватывают тысячи людей и скот. Власть Хунну над севером перешла к Динлинам. После 48 года Хунну раскалывается на северных и южных. Динлины активно участвуют в набегах на северных Хунну. В 93 году Динлины в союзе с турфанским государством Чешу разбивает северных Хунну. В битве участвует коалиция Хан и Синбэй. После этого Динлины окончательно отходят от северных Хунну, переходят в наступление и давят на них. В 155 году Синбэй наносит финальный удар северным Хунну. Динлины уже давно независима. Часть динлинов мигрирует в Китай, часть остается на севере и становится народом горячего тела. Это уже прямые предки уйгуров Хайхэ. В 3-4 веках горячие теле уйгуры полностью самостоятельно, часто воюют с южанами и другими. В 388 году нашей эры Динлины основывают в Хэнане государство, династию Дивэй. По сути, это протоуйгурское государство, созданное предками уйгуров в самом сердце Китая. История древнего западного уйгурского края – это история соперничества империи Хан с предками уйгуров, Хунну и Динлинами. Она продолжится между империей Тан и уйгурским каганатом.